26 апреля, пятница. Социальная изоляция укорачивает жизнь. В последнее время ученые все чаще говорят о вреде одиночества для нашего здоровья, подразумевая негативное влияние возникающего в таком случае эмоционального эффекта. Меня зовут Денис Липкин, поэтому предлагаю отличную компанию с утренним эспрессо на ближайшие 45 минут. Смотрите в программе. Угрожает ли нам сегодня радиация? В теме дня узнаем мнение компетентного гостя. Печать, перелистываем страницы региональных газет в рубрике «Обзор прессы». Здесь ждут вашего звонка. Горячая линия отвечает на злободневные вопросы телезрителей. Пополняем кулинарную книгу. Очередной рецепт завтрака от шеф-повара. Эврика. Расскажем, как юридически защитить свою интеллектуальную собственность. Этого анонса ждали любители природы и велосипеда в одном лице. В Беловежской пуще открылся велосипедный сезон. Гостям национального парка предлагается 4 маршрута: Царская поляна, Звериный переход, Лесные тайны и Большое путешествие. Эти варианты рассчитаны как на новичков, так и на опытных велосипедистов. Расстояние от 10 до 27 километров. Проехать по парку можно как на своем велосипеде, так и на взятом на прокат в Беловежской пуще. Осталось только вооружиться хорошей погодой, которая, по прогнозам синоптиков, подвести не должна. Вы смотрите «Утренний эспрессо». В Ганцевичском районе проходит мероприятие, приуроченное 27-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. В библиотеках края оформлены тематические выставки, а в учреждениях образования проходят информационные классные часы, беседы, круглые столы на данную тему. В городском доме культуры состоится тематический вечер «Чернобыль в памяти моей». Множество статей накануне и в канун трагедии можно прочесть на страницах региональной прессы. Далее ее сегодняшний обзор. Для тех, кто любит театр и бывал на спектаклях Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса, который совсем недавно гастролировал в городе над Бугом, «Народная трибуна» предлагает интервью с художественным руководителем Валерием Несенко. 26 апреля 27 лет назад на Чернобыльской атомной станции прогремел взрыв. Раны, нанесенные белорусской земле, начали зарубцовываться, но мы по-прежнему внимательно относимся ко всей информации о загрязненной территории и выращенных на ней овощах и зерновых культурах. Чего надо опасаться, а чего не стоит, читайте в пятничном номере «Вечернего Бреста». В горосполкоме продолжается рассмотрение вопроса, сохранить ли в городе мелкие торговые точки. В Бресте одномоментальной радикальной зачистки не будет. Адреса перемещаемых ларьков и сроки будут корректироваться. Мэр Бреста Александр Полышенков в беседе с корреспондентом «Вечерки» высказал свою позицию по этому вопросу. Не за горами 1 мая, а вместе с ним и открытие сезона в парках. Журналисты «Вечернего Бреста» вместе с фотокором произвели разведку на месте и поделились свежими данными о ситуациях в парках Бреста. После очередного ремонта открылось терапевтическое отделение Ивановской центральной районной больницы, рассчитанное на 50 пациентов. Подробности в свежем номере «Червоной звезды». 15 апреля в Столине свои двери для посетителей открыл магазин. Его торговая площадь 110 квадратных метров. Об этом в очередном номере «Новин Полесья».
Недавно Лунинецким райисполкомом была организована экскурсия для работников сельского хозяйства по социально-спортивным объектам райцентра. Гости побывали в бассейне, ледовой арене, на стадионе, в центральной больнице и в кинотеатре. Более подробно об этом в Лунинецких новинах. О чем прочитать, узнайте из обзора прессы утреннего «Эспрессо». О последствиях того, что произошло 27 лет назад, поговорим мы в студии утреннего «Эспрессо». Угрожает ли сегодня радиация жителям нашего региона? Спросим у директора Брестского филиала Института радиологии Александра Зайцева. Доброе утро. Доброе утро. Александр Анатольевич, давайте с самого главного, самого интригующего. На данный момент угрожает ли радиация жителям нашего региона и как много места осталось там, где активна радиация, если так можно сказать? Я могу сказать, что радиация не угрожает. Единственное, откуда мы можем получить дополнительную дозу облучения, это если мы скушаем грибочков, в которых содержание радионуклидов будет выше допустимой нормы. А где растут эти грибочки? Есть такие места на Брестщине? Да, есть, в том числе и на Брестщине. В основном эти места находятся в 3 пострадавших от Чернобыльской катастрофы районах: в Пинском, Лунецком и Столинском. Причем в 2 последних есть такие места, где сбор грибов и ягод до сих пор запрещен. Каким образом можно узнать о том, что вот в этот лес ни ногой? Вся информация о том, где какие зоны, где можно собирать грибы, где нельзя, где обязательно надо проводить радиологический контроль их, находится в лесхозах. Люди могут обратиться в лесхозы непосредственно или зайти на сайт лесхоза. Информация есть и в текстовом, и в картографическом виде. Но сейчас совсем скоро начнется сезон ягод и грибов. Наверняка сложно сказать нашим людям, чтобы тихой охотой, так называемой, не занимались. Для того, чтобы пойти и собирать ягоды и грибы, у жителей этих 3 районов обязательно ли должен быть дозиметр, может, какие-то средства защиты от радиации? Нет. Дело в том, что внешний фон сейчас находится в норме, поэтому дозиметр не обязателен. Единственное, я бы посоветовал, конечно, в любом случае ту продукцию леса, дары леса, которые они принесут к себе домой, чтобы они провели их радиометрический контроль. Этот контроль можно сделать абсолютно бесплатно. И в различных пунктах радиационного контроля, в районных центрах гигиены и эпидемиологии, на рынках. Но все же легче это сделать самому. Вот приобрести дозиметр — это дорогая вещь? Нет, дело в том, что и должен он дозиметр измеряет дозу облучения, но не содержание радионуклидов в грибах. Это измеряет другой прибор, радиометр или спектрометр. А это достаточно дорогостоящий прибор. Вот оказывается, как сложно. Скажите, а жителям пострадавших, наиболее пострадавших районов на Брестщине необходимо ли иметь средства защиты от радиации? И, может быть, что-то современное появилось? Я думаю, что иметь какие-то специальные средства защиты от радиации им не надо. Все вопросы, которые их могут волновать в области радиационной безопасности, озвучены, написаны в большом количестве информационных материалов, которые разрабатывают и издают, в том числе и наш институт, распространяют на территории пострадавшей в ходе различных проектов, в том числе международных. Поэтому уровень радиологической грамотности нашего населения сейчас находится на достаточно высоком уровне. Поэтому тот вопрос, который вы даже задали мне сейчас, я думаю, не актуален для них абсолютно. Ну, знаете, я думаю, что я такой же обыватель, как и многие наши телезрители. Я так понимаю, что по соседству с радиацией нам еще жить очень-очень долго, правильно? Да. Насколько вот безопасно это соседство сейчас, на данный момент? И что надо знать обязательно? Что надо знать? То, что когда человек проживает на загрязненной территории, основную дозу, которую он может получить, это продукты питания, в первую очередь. И сейчас это молоко и дары леса. Причем дары леса на первом месте. То есть, возвращаясь к тому, что уже было сказано, идете в лес, собрали грибы, в обязательном порядке проведите их радиометрический контроль, чтобы и вы были спокойны, и ваше здоровье не пострадало. Ну, кроме своеобразной агитации и пропаганды информации о том, как правильно жить с радиацией по соседству, ваш институт еще занимается практической частью, правильно? Научно-исследовательскими работами. Да. Что на данный момент интересного? О чем можете рассказать? О чем могу рассказать? Ну, во-первых, направление научных исследований в области радиационной защиты населения. Как вы знаете, на протяжении последних 10 лет в общественном секторе мы не получаем продукцию с повышенным содержанием радионуклидов. Это заслуга той системы
радиационных защитных мероприятий, которая разработана нашими учеными белорусскими и которая успешно применяется предприятиями АПК. Мы отменить это не можем, потому что сразу же вернемся на 15 лет назад. Мы можем совершенствовать эти мероприятия в плане снижения их энергоемкости, затратности и так далее. Вот этим мы занимаемся на протяжении последних 3 лет с нашими коллегами из Могилева и Гомеля. Кроме этого, процесс реабилитации загрязненных территорий в настоящее время считается завершенным. Мы переходим к новому этапу возрождения этих территорий. И упор в новой 5-й государственной Чернобыльской программе, которая сейчас реализуется, сделан именно на социально-экономическое развитие пострадавших районов, не снимая, конечно, вопросы радиационной защиты населения. Ну и еще одно направление – это информационная работа, которую мы проводим для повышения радиологической грамотности населения. Проводим ее при реализации различных проектов, в том числе международных. Жители Столинского района помнят проект «Здоровая семья» большой, который проводился в 9 населенных пунктах. Недавно закончился проект в Лунецком районе большой, повышение уровня безопасности человека на пострадавших территориях. Это проект программы развития ООН. Кроме того, мы работаем непосредственно с целевыми группами, со школьниками. Они как губки впитывают информацию по вопросам радиационной безопасности, и через них мы ее передаем взрослому поколению. А не наоборот? А не наоборот. Кроме этого, еще одной целевой группой являются молодые мамы и беременные женщины, и члены их семей. Ну, они, когда проживая на загрязненной территории, они в обязательном порядке, я считаю, должны знать правила проживания на таких территориях. Александр Анатольевич, резюмируя наш разговор, я знаю точно, что сегодня утром, вот сейчас, за чашечкой кофе или чая, наши семьи 26 апреля обязательно будут вспоминать и говорить о радиации. Итак, все-таки угрожает ли она сегодня жителям Брестской области? В конце еще раз хотелось бы услышать. Еще раз скажу, нет, не угрожает. Ну и хотелось бы в это верить, и я так понимаю, что специалисты говорят, что далее будет только лучше. Далее будет только лучше. Спасибо большое, что нашли время и Спасибо пришли вам. сегодня к нам в гости. Всего доброго. Антон. Совы – потенциальные новаторы и творческие люди, а жаворонки – чиновники и бухгалтеры. Испанские ученые проверили поговорку «кто рано встает, тому Бог подает» и убедились, что в современном мире известное изречение не актуально. Протестировав 1000 подростков, исследователи выяснили, что совы зачастую превосходят жаворонков интеллектуально, а потому могут рассчитывать на более престижную работу и высокую зарплату. А что еще стоит предусмотреть при воспитании знаменитости? Советами делятся телезрители «Утреннего эспрессо». Чтобы стал знаменитым, наверное, надо личность воспитать, чтобы он не ограничивать его в каких-то моментах и поддерживать. Мне кажется, дар у ребенка должен быть, само собой. Если оно дано ребеночку, значит оно дано. А так, ну, конечно, надо и конкурсы какие-то, и где-то записать. Ну, без понятия. Не знаю, детей нет, поэтому я вам не отвечу на этот вопрос. Цели, наверное, должен ставить родители или сам. Музыкой занимался, в музыкальных целях. Если есть какие-то способности к чему-то. То есть сегодня можно стать знаменитым только если есть дар и способности. Ну, если захотеть чем-то заниматься, то, наверное, желание, да. чтобы было. Уважать в нем личность. Чтобы ребенок начинал думать, чтобы принимал какие-то самостоятельные решения уже в детстве. Ну, я думаю, вот это вот поможет ему стать знаменитостью. Знаменитость – это много нужно усилий приложить. Надо, наверное, постоянно с ним заниматься, развивающими всевозможными занятиями, также кружки и прочее, прочее. На конкурсы какие-нибудь, чтобы его получилась знаменитость. Заниматься, просто заниматься, честно говоря. Для этого надо, чтобы у ребенка был талант, для того, чтобы он стал знаменитым. Без таланта и, наверное, трудолюбие большое. У меня вообще принцип невмешательства, честно вам скажу. Я считаю, что если у ребенка есть задатки, он будет знаменитым. А вот амбиции родителей никогда не понимала, ни в чем. Хотя именно такие дети добиваются результата. Наверное, надо воспитать, чтобы он был хорошим человеком. А если он будет хороший человек, наверное, станет знаменитым, если захочет.
Как вырастить из ребенка знаменитость? Есть еще один рецепт. В эти дни в Мозыре проходит международный фестиваль юных талантов «Земля под белыми крыльями». В детском форуме, который проходит уже 8-й раз, участвуют талантливые ребята из Франции, Эстонии, Сербии, Румынии, Латвии и других стран. Беларусь представляет творческие коллективы из всех регионов, ну а наш город Брест – коллективы областного центра молодежного творчества. На сегодня запланированы гала-концерт участников, вручение дипломов и чествование победителей. 1792 год. День рождения революционного гимна «Марсельеза». Это самая знаменитая песня Великой Французской революции, ставшая сначала гимном революционеров. Эта мелодия звучала на французской земле во время февральской революции и на баррикадах Парижской коммуны. 26 апреля 1921 года в Москве родился Кирилл Тихонов, российский и белорусский дирижер оперы, заслуженный деятель искусств. Под его музыкальным руководством поставлены оперы «Травиата» Верди, «Хованщина» Мусорского, «Зорка Венера» Семеняка и другие. Преподавал в Белорусской консерватории. 1945 год. Начался третий этап Берлинской операции по уничтожению окруженных группировок противника и взятия Берлина. Каждую улицу и дом приходилось брать штурмом. В метро, в подземных коммуникационных сооружениях и ходах сообщения велись рукопашные схватки. До окончания войны оставалось 13 дней. 26 апреля 1972 года родился один из наиболее ярких пианистов наших дней Николай Луганский. Выступает в престижных залах мира и сотрудничает с крупнейшими симфоническими оркестрами и ведущими дирижерами современности. В настоящее время преподает в Московской консерватории по классу специального фортепиано и является солистом Московской филармонии. 1986 год. Произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, первенце атомной энергетики Украины, которая стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. На 4-м энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей. И еще несколько цифр. 1230. Столько бюджетников в 2013 году готовы принять брестские вузы. Платных мест больше почти в 2,5 раза. По сравнению с прошлым годом набор сократился, но нынешним летом приемные комиссии могут снова не досчитаться абитуриентов. По прогнозам специалистов, около 30% поступающих в вуз не смогут набрать необходимого количества проходных баллов. Кстати, уже 2 мая начинается регистрация на централизованное тестирование. Продлится она целый месяц, до 1 июня включительно. Этой теме еще не раз уделим внимание. Пока же продолжим разбираться в житейских проблемах. Ведущая рубрики «Горячая линия» Екатерина Чапорук уже тоже в студии «Утреннего эспрессо». Доброе утро, Катерина. Доброе утро. Порой найти общий язык с соседями и бывшими родственниками становится просто невозможно. Поэтому без знания правовой информации выйти из конфликтной ситуации никак не получится. Светлана Сергеевна не может найти общий язык с бывшим сожителем дочери. Молодые люди вместе прожили 2 года, но при этом не были официально зарегистрированы. Вначале пара снимала квартиру, затем Светлана Сергеевна разрешила им жить у нее без регистрации. Недавно дочь и ее сожитель расстались, но парень никуда переезжать не намерен. И, естественно, Светлану Сергеевну интересует, что делать в такой ситуации, как выселить бывшего сожителя дочери. В этой ситуации правда, конечно, на вашей стороне. И если мирно разъехаться не получается, нужно обратиться к решительным законным мерам. Согласно части 2 статьи 95 Жилищного кодекса, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, другие граждане, имеющие право владения и пользования жилым помещением и не имеющие доли в праве общей собственности на это жилое помещение, подлежат выселению из него по требованию собственника жилого помещения. Таким образом, вам необходимо потребовать у сожителя дочери освободить квартиру в течение 3
суток после получения уведомления. Вообще в кодексе прямо не предусмотрено, что требование выселения должно быть изложено в письменном виде. Однако лучше направить именно письменное уведомление через почтовое отделение, желательно заказным письмом с обратным уведомлением. Если по истечении 3 суток после получения уведомления жилое помещение не будет освобождено, то за защитой своих интересов вы вправе обращаться в суд с исковым заявлением о выселении временного жильца. Пенсионерка Ирина Михайловна обратилась на горячую линию после того, как поссорилась с соседями. Дело в том, что недавно женщина выписалась из больницы. И когда приехала домой, обнаружила, что во время ее болезни соседи по этажу установили в общем коридоре перегородку. Разрешения на перепланировку общего коридора у них нет. Куда обращаться, чтобы привести коридор в прежний вид и за чей счет будут производиться эти работы? Переустройство и перепланировка помещений в многоквартирных жилых домах производится с разрешения местного исполнительного и распорядительного органа, а в домах организаций застройщиков с разрешения органов управления этих организаций. Самовольное переустройство и перепланировка помещений действительно запрещены. Инициатор, осуществивший самовольное переустройство и перепланировку помещения, несет ответственность в соответствии с законодательными актами и обязан за свой счет провести восстановительные работы по проведению этого помещения в прежнее состояние. В данном случае будет уместно обращаться в администрацию района с заявлением о проведении проверки по вопросу самовольной перепланировки помещения, а также требования о приведении помещения в прежнее состояние. Это была горячая линия утреннего «Эспрессо». Ответы на проблемные житейские вопросы ищем вместе каждый понедельник и пятницу. До встречи! Завтра в Столине выберут лучшего ученика района. Кроме прочего, участникам конкурса необходимо будет проявить себя в представлении портфолио, самопрезентации и дебатах. Лучшего ученика района назовут 27 апреля в стенах Столинской государственной гимназии. А в Березовском городском доме культуры в субботу юных исполнителей эстрадной песни соберет традиционный районный конкурс «Весенние колокольчики». В нем примут участие дети в возрасте от 5 до 13 лет. И если вы изобрели что-то необычное или только думаете об этом, обязательно задержитесь у экрана. Сегодня во Всемирный день интеллектуальной собственности расскажем, как юридически защитить свое ноу-хау. Гость утреннего «Эспрессо» Жанна Юркевич, консультант Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте начнем с самого основного. Вот сейчас есть, допустим, человек, житель Брестской области, у которого есть идея, она уже воплощена в агрегат или в какое-то приспособление. Что необходимо сделать в первую очередь? Какие первые шаги? Прежде всего необходимо изучить уровень техники на сегодняшний день. Возможно, это изобретение уже где-то запатентовано в любой стране мира. Давайте возьмем тот вариант, что нет, это ноу-хау. Тогда что дальше? Нужно обратиться ко мне, консультанту Национального центра. Далее я подскажу, какие шаги. Потому что, когда приходят изобретатели, они иногда думают, что это изобретение, но это, например, промышленный образец. А объекты промышленной собственности очень отличаются друг от друга. А какие есть вообще и как делится? Если вы придумали какой-то оригинальный дизайн, оригинальный внешний вид изделия, это относится к промышленному образцу. Если вы придумали какой-то способ, вещество, это только изобретение. Если вы придумали какой-нибудь объект техники или узел технический, это может быть как полезная модель, так и изобретение. Жанна Валерьевна, скажите, а как часто вам звонят, с вами консультируются? Вообще, насколько изобретательны жители Брестщины? К сожалению, Брестская область занимает самую низкую ступень по активности изобретателей. То есть кулибиных у нас мало? Очень мало. А что-то из последнего? По республике мы на последнем месте. Ну и, как правило, за год это сколько звонков? Сколько патентов получается? За год, может быть, 4-5 патентов. Однако ведь есть патентные службы на предприятиях, есть, которые пользуются услугами патентных поверенных, есть, которые самородки сами умеют подавать уже, они со стажем изобретателя, они напрямую сами подают, им не нужна моя консультация. То есть не все так потеряно? Нет. Отлично. Скажите, а что-то из последнего, самое интересное, что патентовали брестчане? Расскажите, я думаю, будет интересно телезрителям. Брестчане патентовали разные. Был изобретатель, который придумал даже самолет. Он такой спортивный самолет, но для сельскохозяйственных целей.
Был изобретатель, который у меня придумал стиральную вакуумную машинку. Он же придумал стельку. Очень разные изобретения. Очень интересный у меня был случай с изобретателем из Пинска, который придумал такое устройство для очищения и омоложения двигателя автомобиля, которое он долго очень добивался патент, поскольку оно работало против всех законов физики. Но все-таки работало. Оно работало, и он получил патент на свое изобретение. Если брать сроки, если брать стоимость этих услуг, не отпугивает изобретателей? Вы знаете, нет, потому что это небольшая плата. На сегодняшний день подача заявки – одна базовая величина. Проведение экспертизы – это 2 базовые величины, а то и, например, на товарный знак – это 3 базовые величины стоит. На подаче на полезную модель – 1 базовая величина. Цена не пугает. Ранее, до принятия нового налогового кодекса, льготы были у пенсионеров, студентов. Теперь они все приравнены. Поэтому немножко, конечно, активность пенсионеров упала. Но наши люди грамотные вообще в плане защиты интеллектуальной собственности, как вы считаете? Нет еще. Пока еще нет. А чего не хватает? Ну, не хватает, конечно, знаний, не хватает умений. Если бывает, не хватает, что-то придумал, но не хватает слов, чтобы описать его. Вот а может бояться рассказать, знаете, нет, что воспользуются его идеей? У меня был такой случай, художник, брестский художник, он придумал ветровую установку для выработки энергии, но ему не хватало словарного запаса описать. Он установил у себя дома, она прекрасно работала, и он не мог никак вот сам описать. Пришлось ему помочь, и вот он тоже получил патент, художник. Не хватало технических знаний. Ну, я думаю, что многие телезрители ждут еще такого вопроса. Но вот патент получили, а все-таки выгода от этого есть? Есть люди, которые довольны тем, что они сделали изобретение, которое теперь поможет спокойно жить их сыновьям, дочерям, а внукам? Вы знаете, если предприятие заинтересовано, выпускает продукцию, поэтому, то, конечно, оно заплатит любые деньги, чтобы купить этот патент, если действительно он этого стоит. Спасибо большое, Жанна Валерьевна, что сегодня пришли и рассказали столько нюансов на эту интересную для многих тему. Надеюсь, что кулибиных на Брещине будет как можно больше, и они будут не стесняться говорить об этом и юридически получать у вас консультацию. Всего доброго, до свидания. До свидания. Напомню о том, как юридически защитить свою интеллектуальную собственность, говорили с Жанной Юркевич, консультантом Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Белорусская железная дорога на майские праздники вводит дополнительные рейсы. В международном сообщении назначены поезда Барановичи-Москва на 4 и 5 мая, Минск-Вильнюс на 9 и 10 и Минск-Москва на 12. Также будут курсировать российские дополнительные составы по таким популярным маршрутам, как Москва-Брест, Москва-Минск и Санкт-Петербург-Брест. А прежде чем покупать билет в кино, посмотрите обзор о премьерах, который подготовила Екатерина Гараева. Доброе утро! С 25 апреля в кинотеатрах страны стартовала комедия с черным юмором от Майкла Бэя «Кровью и потом. Анаболики». Меня зовут Дэниэль Люга, и я хочу помочь Америке стать еще богаче. Просто вкалывай и получишь все, что захочешь. Ты в США, а это великая страна. Сценарий Кристофера Маркуса, Стивена Макфилли и Скотта Розенберга был написан на основе реальных событий. Немного о сюжете. Дэниэль свято верит в фитнес, но он устал ходить на работу, так как ясно видит несправедливость. Кто-то богатеет, а он не может даже вовремя заплатить за квартиру. У Дэна есть план, но ему нужна команда. Эдриан занимается с ним в одном зале, а Пол просто появляется в их жизни весьма кстати. План не хитрый, но осуществить его не так уж просто, как кажется. После похищения богатого бизнесмена Виктора Кершоу и требования за него выкупа, все идет не по плану. Пленный сбегает и нанимает частного детектива, чтобы тот нашел его похитителей и с ними можно было расквитаться. Что-то натворил? Может и так. Это мой палец. Видишь кость? Эй, приятель, голодный? Еще одна новинка и тоже комедия. 5-я часть франшизы под общим названием «Очень страшное кино».
На этот раз мы не увидим Анну Феррес, снимавшуюся в предыдущих 4 частях. Зато в 5-й части играют Майк Тайсон, Чарли Шин и Линдси Лоэн. В этой хижине обнаружили нечто ужасное. Брат, зацени, какие милые девчушки. Она меня сожрет, сделай что-нибудь. 5-я часть известной американской кинокомедии «Очень страшное кино 5» с годовой задержкой вышла на экраны. Но фильм получил неоднозначные отзывы кинокритиков. Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать некоторые странные активности, когда они приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из больницы. Но когда нарастают проблемы и хаос в работе Джоди и карьере Дэна, они понимают, что их семью преследуют страшные демоны. Вместе с советом сертифицированных специалистов и при помощи многочисленных камер они должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока стало не слишком поздно. В Северной Америке за первый уикенд проката фильм заработал чуть более 15 миллионов долларов. Но это самые низкие кассовые сборы из всех серий «Очень страшного кино». Посмотрим, не уменьшился ли интерес к 5-й части в нашем городе. Вы все умрете сегодня. Вы все умрете сегодня. Я же просила никого не пускать! Очень страшное кино 5. Заказывали комедию на майские праздники. В кинотеатрах с 25 апреля. Удачных вам выходных и приятного просмотра! Следующая новость заслуживает киноистории. Американские исследователи сделали сенсационное заявление. В массовом ожирении виновата косметика. Конкретно фталат, входящий в состав 70% шампуней, косметических продуктов и мыла. Нарушает работу эндокринной системы, и его лучше избегать. Думаю, такая новость по вкусу гурманам. Очередной рецепт необычного завтрака от шеф-повара утреннего эспрессо уже в эфире. Доброе утро. Сегодня я проснулся с мыслью съесть что-нибудь рыбное. Поэтому я приготовлю салат из тунца. С вами шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Наш салат состоит из тунца в масле, стружки копченого тунца, миксов салатов, лимона, помидора, томатов черри. И для заправки нам понадобится 1 желток, немножко горчицы, оливкового масла, винного белого уксуса, ну и немножко соли. Начинаем готовить. Нарвем немного листьев салата. Как я говорил в наших прошлых программах, салат можно взять даже с огорода. Не обязательно брать ни Лола Росса, ни Лола Бионда, ни фризе, а что-нибудь попроще, то, что у вас найдется под рукой. Салат лучше нарвать мелко и только руками, не резав, чтобы не испортить его вкус. Немного того салата, немного этого. Все мелко порвать. Микс салатов готов. Возьмем помидор. Помидор нам придется очистить от мякоти. Поэтому мы его разрезаем на 4 части. Вынимаем сердцевину. И оставшуюся мякоть мы нарезаем. Нарезаем мелкими кубиками. Нам будет достаточно половинки помидора. Помидор придаст нашему салату необходимую тонкость и мягкость вкуса. Теперь нам останется приготовить заправку. Заправка наша будет состоять из яичного желтка, немного дижонской французской горчицы. Думаю, что пол чайной ложечки будет достаточно. И немного белого винного уксуса. Совсем чуть-чуть. Все это мы тщательно перемешиваем до однородной консистенции. Добавляем немного оливкового масла. Чаще всего я использую и оливковое рафинированное, и масло первого отжима. Это придает ненавязчивость вкуса, потому что если использовать только масло первого отжима, оно даст резкий свой вкус, и блюдо более будет насыщено оливковым вкусом. А так мы получаем нужный нам соус, который будет иметь вкус
нашей горчицы. То, что нам было необходимо. Немного лимонного сока. Все тщательно перемешиваем. И немного соли по вашему вкусу. Наша заправка готова. Ее мы выливаем в наш салат. Тщательно перемешиваем. Теперь нам осталось все только выложить в тарелку. Мы берем тарелочку, выкладываем листья салата, берем тунца в масле и аккуратно выкладываем в наш салат. Выкладывать его можно хаотично, как вам нравится. Мы берем нашу стружку тунца копченого и легонечко посыпаем. Наш салат практически готов. Осталось его украсить немножко черри. И все. Я приготовил сегодня вкусный и полезный рыбный салат. Он богат витаминами и придаст вам силы на весь рабочий день. С вами был шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита! До встречи в программе «Утренний эспрессо». Как и прогнозировали синоптики, к концу этой недели в Беларуси ожидается до 25 градусов тепла. Но вместе с атмосферными фронтами на большую часть территории республики придут кратковременные дожди. Кое-где с грозами. К выходным потеплеет и ночью. Со Средиземного моря в Беларусь начнут поступать более теплые воздушные массы. Дневная температура воздуха по региону в субботу составит до 25, местами 27 градусов выше нуля. В воскресенье немного прохладнее, а уже к началу мая на термометре будет до плюс 29. Согласитесь, погода благоволит для открытия сезона отдыха на природе. Это была программа «Утренний эспрессо». Меня зовут Денис Липкин. Увидимся уже в мае.